В Цхинвале завершилось открытое первенство Южной Осетии по вольной борьбе памяти братьев Тедеевых Альберта и Владимира. Соревнования проходили 2 дня во Дворце спорта «Олимп» и собрали около 150 борцов как из Южной, так и Северной Осетии и Москвы. Гостей турнира приветствовал президент республики Анатолий Бибилов. Он отметил значимость спортивных мероприятий и пожелал ребятам ярких побед. В первую очередь хочу поблагодарить организаторов турнира имени братьев Тедеевых. Уже не первый раз проходит, и каждый раз уровень проведения становится выше. В этом году проведение этого турнира в какой-то степени было под угрозой, к сожалению, из той пандемии, которая в мире сегодня происходит, но все равно, понимая важность для нашего молодого поколения, для детей, значимость этого турнира, мы все-таки приняли решение, что турнир должен состояться. Я считаю, что это решение правильное, нужное. И сегодня мы здесь чествуем не только тех, которые сегодня первые шаги делают на борцовском ковре, но и уже тех людей, которые приехали в гости, чемпионов Европы, мира, олимпийских игр. А для этих ребят они являются кумирами. И, конечно же, они, видя их здесь, на наших трибунах, будут стремиться показывать яркую борьбу. Юных борцов со спортивным праздником поздравил и главный тренер сборной России по вольной борьбе, президент Федерации спортивной борьбы Южной Осетии Дзамбулат Тедеев. Очень приятно сегодня вас всех видеть. Оставили все свои домашние заботы, время нашли сюда, пришли, чтобы почтить память братьев Тедеевых, которые в свое время уже боролись, любили борьбу, любили спорт, любили жизнь, сохранили получился то, что получился. Сегодня крайне приятно, когда такие выдающиеся люди приехали, чемпионы Европы, чемпионы мира, олимпийские чемпионы. И я думаю, что все это глаза тоже мы после Рамонова и Ивана Богова, олимпийских чемпионов, хотим еще, чтобы наши дети стали чемпионами мира и олимпийских чемпионов. Приветственный адрес от главы Северной Осетии Алани зачитал олимпийский чемпион, министр спорта Северной Осетии Алани Алан Хугаев. Да, Александр Михайлович собирался приехать в последний момент по делам там с Москвы, там федеральные чиновники к нему приехали, и он не смог присутствовать, но он пожелал большие приветы, передавал всей молодежи, всем жителям Южной Осетии, и, как я уже зачитывал, большое поздравительное письмо. Олимпийские чемпионы Суслан Рамунов и Абдул Рашид Садулаев также пожелали юным спортсменам ярких побед. Когда мы в прошлом году здесь были, мы обещали нашему главному тренеру Дзамбулату Тедееву, что если у нас не будет таких весомых причин, мы будем каждый год приезжать сюда, пока этот турнир будет существовать, поддержать наших молодых ребят. За всех ребят хотел бы поблагодарить всех жителей в лице главы Республики Южной Осетии Анатолия Ильича Бибилова за теплую прием. Надеюсь, что таких турниров в Южной Осетии будет больше, чтобы молодежь росла, развивалась. Ведь именно в таких мероприятиях закаляется дух, закаляется характер, человек набирает здоровье, и только благодаря вот таким турнирам наша нация может быть здоровой и идти в правильном направлении. На соревнования приехали звезды мирового спорта. Среди них были как действующие, так и уже завершившие свою спортивную карьеру. Не первый раз на соревнования приехал и олимпийский чемпион Хасан Бароев. На глаз видно, что уровень вырос. Радует, скажу, даже больше другое, что выросли дети, которые сегодня усердно тренируются в своих спортивных секциях, и которые сегодня, видя и глядя на всю ту плеяду чемпионов, которые приехали в рангах гостей на это мероприятие, чтобы им соответствовать в дальнейшем будущем.
Были разыграны 23 комплектов наград. Все победители и призеры были награждены медалями, кубками и денежными премиями. Специальный приз за лучшую технику получил Вадим Плиев. Наградил его олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев. Другой олимпийский чемпион Суслан Рамонов приз за волю к победе вручил Арсену Кочьеву, а приз зрительских симпатий получил Дзамбулат Булатаев. В музыкальной части официального открытия соревнований выступили эстрадные исполнители Юга и Севера Осетии, творческие коллективы. Батрас Хуриев, Тамерлан Кусраев, Азиз Багаев для программы «Неделя».